Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сухуева. За режиссерским пультом Екатерина Голикова и Мария Новгородова. Всем спешу напомнить, что в эти дни в нашей республике стартует конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Конкурс этот всероссийский и проводится уже в 4-й раз. Более подробно о том, какие работы можно подавать на это научное состязание, нам расскажет Александра Яковлева, проректор по научно-методической работе Малой академии наук нашей республики, организатор этого конкурса в Якутии, а также Николай Слепцов, ученик СУНЦ СВФУ, участник профильной смены образовательного центра «Сириус». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Александра Васильевна, скажите, как в этом году проходит региональный трек, сколько участников нынче? Ну, в этом году в связи с тем, что у нас достаточно необычная ситуация, да, с эпидостановкой по ковид, мы конкурс проводим в онлайн режиме. Значит, наши участники работает с тьюторами, наставниками, да, в онлайн-режиме. Защиты также будут проходить в онлайн-режиме. Но мы этот конкурс, да, приглашали детей, которые занимаются научно-исследовательской и инженерно-проектной деятельностью. Направления конкурса, они достаточно такие перспективные, в соответствии так называемой научно-технологической инициативой. Да, это агропромышленные биотехнологии, это большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, да, генетика, персонализированная медицина. Ну, то есть те направления, которые, как сказать, да, сейчас отвечают вот понятию «большие вызовы». И, ну, считается, что работа по этим направлениям, да, улучшает качество жизни, они перспективны и в целом как бы, да, значит, ну, получается, да, на пике, так скажем, да, такой инновационной мысли в России. Я вот сказала, в эти дни, да, проходит. А вот в какие числа стартует и когда закончится региональный трек? Но сам региональный трек, он в дистанционном формате уже стартовал с 1 декабря. Значит, дистанционный этап, он проходил у нас на платформе Sirius Online, так как этот конкурс, он проводится под патронатом, да, как бы, да, учредителем является фонд «Талант и успех». И сейчас вот в эти сроки с 9 по 14 марта у нас проходит финал уже регионального трека. То есть после 14 числа уже можно определить и узнать имена победителей? Да, победителей и призеров, которые уже смогут, как Коля, да, вот, да, пройдя отбор среди экспертов фонда «Талант и успех», уже принять участие в профильной смене в образовательном центре «Сириус». Ага, Александра Васильевна, скажите, а с какими сложностями вы столкнулись вот нынче при региональном треке, да, в этом конкурсе? Все-таки вот пандемия, да, внесла свои коррективы? Да, конечно. У нас были очень такие планы, да, по тому, как, скажем, готовить детей на этот конкурс целенаправленно, да, проводить проектные школы на базе нашей Малой академии наук, в научных лабораториях СВФУ, технопарка и так далее. Да. Достаточно интересные проекты мы с наставниками, тьюторами, да, продумали, но из-за того, что вот видите, как в лаборатории у нас не было доступа для детей, да, получилось так, что не все те проекты, которые мы задумали, ну, получились реализовать до результата. Дети только вот дистанционную часть прошли до теоретической такой подготовки, но, к сожалению, вот не удалось. Очень хорошие работы, да, остались за бортом этого конкурса. Очень жаль, действительно. Да, конечно. А вообще, каким образом дети попали в этот финальный этап регионального трека? Как вот происходил отбор? Ну, вот, как я говорила, на платформе Sirius Online наши эксперты в этой среде, они проводили оценку работ, загруженных, да, уже в эту систему,
по критериям, которые разработали, значит, эксперты фонда «Талант и успех». Наши эксперты, получается, да? И они из порядка 175 работ отобрали на финал 83 работы, которые вот мы уже будем слушать 13 марта. Николай, вопрос вам. Вот вы стали участником профильной смены образовательного центра «Сириус» благодаря успешному участию вот именно вот в региональном, да, треке, который проходил здесь, в Якутске, и в итоге продолжили участие в Сочи. Скажите, с каким проектом вы одержали победу и отправились в Сочи? Я работал с проектом «Влияние метамона 101-102 на свойства и структуру политетрафторэтилена» по треку «Новые технологии». Если говорить кратко, то мы... По-простому. Да. Если говорить по-простому, то мы улучшали всем привычный тефлон, который, казалось бы, можно встретить. Да, который можно, казалось бы, встретить только на сковородках, но на самом деле это очень хороший материал для создания каких-нибудь деталей трения в двигателях. И особенно в наших условиях Арктики, где двигатели, можно сказать, там плюс 300, а на улице минус 70. Это очень важная для нас тема. И по результатам был получен новый композит, который по своим механическим свойствам был лучше оригинального тефлона, наверное, 93 раза. И с этой работой я стал призером в республиканском этапе отбора в «Сириус». И отправились в Сочи. Да. А как долго, как много времени заняла вот работа над этим проектом? И с кем вы работали? Я работал под руководительством Абакуновой Елены Николаевны, за что ей благодарен, за помощь. И, сказать сложно, сколько это было, потому что обзор литературы много брал времени. И, конечно же, экспериментальная часть, где-то месяца 2-3, где-то так. Обычно, Александр Васильевна, такие ребята занимаются, да, своими проектами. Это вот нормальное, стандартное время работы над каким-то проектом. Я так думаю. Ладно, продолжим. Да, не можете не отвечать на этот вопрос. Каждый проект, он специфичен. Поэтому, индивидуален, да? Индивидуален. Поэтому, какой-то, может быть, краткосрочный, да? краткосрочный, а какие-то вот длительного. Предположим, там, если изучает регенерацию, да, например, у животных, предположим, то там надо наблюдать в течение длительного периода и так далее. То есть разные варианты могут быть. Замечательная работа, Николай. А скажите, вот какие моменты во время участия в Сочи вам запомнились больше всего? Наверное, самые житейские, можно сказать. Мне запомнилось то, что там была вода абсолютно на каждом шагу. То есть, казалось бы, мелочь, но все равно приятно, что они думают о водном балансе. А так, если говорить по-серьезному, мне, наверное, запомнились поездки в саму лабораторию. То есть сама жизнь такая. И, в принципе, мне кажется, это хороший опыт, потому что не каждый день. В Сочи тогда собралось очень много ребят со всей России, да, если я не ошибаюсь. А с какими проектами они приехали? Какие вот вам запомнились? Вы взяли себе, может быть, на вооружение? Тут они проекты там уже... Не обсуждали? Другие проекты решают. Там уже другие проекты. Коля, может быть, о том проекте скажет, какой проект он сделал? Да, образовательный центр дал нам возможность реализовать поставленные ими задачи. И я выбрал проект «Наноструктуризация и изучение полученных свойств сплавов титана медицинского применения». И эта тема была близка для меня. Это новые материалы, это модификация поверхностей, так что мне казалось, это будет для меня интересно. А так там были еще другие темы по треку «Новые материалы». И они были, большинство из них смежные. Это наполовину физика, химия, может быть, химия, биология. Очень интересный был проект по получению чистого водорода. Чистого, не в процентном содержании, а экологически чистого, то есть без загрязнений окружающей среды.
Скажите, Николай, откуда, вот вы сейчас в 11 классе учитесь, да? Да. А откуда, когда и почему у вас возник такой интерес к науке? Ну, я учился... До 10 класса я учился в городской классической гимназии, и моя первая работа была не техническая, а совсем далекая от материаловедения. Это была история, это была археологическая работа под руководством Елены Николаевны Соколовой. И, наверное, тогда ко мне был привит, можно То есть сказать, Елена такой- Николаевна вам привила любовь к науке? Да, скорее интерес. всего. Интерес, да. Александра Васильевна, скажите, вот конкурс нынче проводится уже в 4-й раз, да? А как наши ребята выступили вот на предыдущих конкурсах? Значит, первый раз у нас команда состояла из 14 школьников, да, достаточно тоже успешно участвовали. Это был 18-й год. В 19 году уже поехало 9 школьников, да. Все они стали победителями этой проектной смены. Большинство получили дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы России. Да? Ну вот, например, Коля не сказал, что он в МИСИС уже получил 10 баллов для поступления. Да? Вот такой значимый для наших выпускников, в принципе, конкурс получается. И сейчас многие, часть наших участников прошлых лет, да, например, вот Петров Андрей, они вместе с компанией «Спутникс» и сейчас занимается конструированием малых спутников и запуском в космос. То есть, получается, те инновационные компании, которые работали с детьми, да, в самом Сириусе, они и дальше с ними, такое вот постпрограммное сопровождение у них проводится. Поэтому конкурс значим для каждого ребенка, для того, чтобы они, может быть, даже познакомились с будущими своими работодателями, да? Они взяли их на заметку. В Сириусе для студентов также, да, проводится очень много программ, для того, чтобы такая вот связка была, да.